Для того, чтобы иметь сведения о том, какой половой, половозрастной и национальный состав у того или иного села, а также иметь возможность произвести опись их имущества, необходима похозяйственная книга. Они существовали со времен советской эпохи. Этот пережиток у нас сохранился, и я считаю, что очень хорошо, что он сохранился. Но формат советской книги по хозяйственной, конечно же, он устарел. В этой связи назрела необходимость пересмотра подхода к составлению новых похозяйственных книг, которые, согласно закону, переиздаются каждые 5 лет. Была проведена огромная методологическая работа, это и научная работа, потому что система совершенно другая. Ни колхозов, ни совхозов нет. Тех общественных групп, которые раньше были изложены в этих алфавитных похозяйственных книгах, их тоже в наше время не существует. То есть полностью была адаптирована к нашей среде и с учетом специфики развития сельского хозяйства и сельских жителей Республики Абхазия. Ну, назрев такой вопрос, особенность новой по закладке состоит в том, что мы приходим на новую закладку, на новое пятилетие с новыми стандартами, с новыми параметрами. Среди новшеств создание единой электронной базы сельского хозяйства. Все собранные на местах данные будут оцифрованы и находиться в постоянном доступе. Для разработки этой базы мы 2 года тому назад создали программу базы данных сельского хозяйства, где мы будем оцифровывать все данные тех похозяйственных книг, которые мы будем изымать при новой закладке, и иметь какую-то определенную базу по учету сельского хозяйства, сельских жителей. Там масштабы огромные, потому что там не только демография, состав населения, но там еще и сельское хозяйство, и животноводство, и разделы транспорта, и построек, и земли, и налогов, и прочее, прочее. Новая похозяйственная книга впервые будет составлена на 2 языках – абхазском и русском. Это в особенности необходимо сельским жителям. Родной язык им воспринимать гораздо проще. Первый раздел по хозяйственной книге называется «Список членов семьи». Практически вся информация, касающаяся демографии, она находит отражение в этом первом разделе. Это фамилия, имя членов семьи, главы семьи, пол, национальность, место рождения, прописка имеется, образование, место работы, должность, отметки о временно присутствующих, отсутствующих, то есть там внутренняя миграция отражается, выбывших из хозяйства, отметки по выбывшим. Особую роль похозяйственная книга играет в точности учета демографических данных. Сегодняшняя информация в части, касающейся сельского населения, далека от стопроцентной, отмечает Кама Гогия. Сельская часть населения, она немножко далека от органов ЗАГСа. Вы поняли, да? Поэтому то, что касается учета рождаемости, смертности, брачности сельского населения, она практически не отражается, кроме пенсионеров, которых периодически проверяют, и эти данные члены семьи вынуждены. В то время я хочу отметить, что в советское время больше функций было у глав администрации в этом плане. У них были свои бланки, акты о рождении, акты о смерти и так далее. Они сами это заполняли, потом передавались в районные отделы ЗАГСов. Основной целью создания похозяйственной книги является выявление наиболее объективной информации в самых разных сферах жизни и деятельности наших граждан. Со временем это станет основой для обеспечения продовольственной безопасности и анализа объемов сельскохозяйственной продукции. Мы говорили о первой части, есть еще и 2, 3, 4, 5, 6 раздел. Это разделы, касающиеся земли, транспортных средств, построек, растениеводства и животноводства. У нас должна быть объективная картина. Все-таки информация, которая собирается из данных по хозяйственных книг, это будет основным инструментом для формирования программы будущего развития в аграрном секторе нашей страны. Аграрный сектор очень существенный, потому что вся продовольственная
безопасность зависит именно от нашего аграрного сектора. И какие продукты производить, выращивать, мы ведь толком не знаем структуру сельского хозяйства. А эти данные нам помогут знать структуру. И более хотя бы приближенно знать, какие масштабы у нас, скажем, цитрусовых, орехоплодных или там в животноводстве. Новая книга сейчас на стадии разработки. Сбор информации идет активно. Каждые полгода на местах главы сел и районов сверяют актуальную информацию с прошлогодней. Подробный инструктаж по составлению новых книг проведут сотрудники Управления статистики. В связи с эпидобстановкой в стране их основная часть пройдет в онлайн-режиме. Илана Казамба, Сасрыква Гухава, Абаза ТВ.